Я продолжаю писать карту дня на 10 июля на понедельник. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас знаки от весов до рыбок. Если вы зашли сейчас на это видео, вам нужны первые 6 знаков. Это у нас Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева. Тогда вам нужна первая часть. Здесь вашего знака не будет. Первую часть найти очень легко. Внизу под видео здесь есть ссылочка. Нажимаете, переходите и попадете в первую часть. Мы смотрим дальше. Весы, 10 июля. Понедельник, события дня. Дорога показывает, может быть у вас в этот день. Будильник, возможно, на определенное время, может быть, у вас там билет, допустим, или отправление. Либо из этой дороги вам надо будет распланировать правильно день, чтобы не опоздать никуда. Приглашение. Хорошие новости. Змея нельзя. Так, здесь нет и здесь тоже нет. Периметр я не увидела. Смотрим, значит, 4 события получается. Первое событие — поездка в этот день. Второе событие — вам куда-то надо будет на определенное время. То есть либо приглашение будет на определенное время, либо поездка будет на определенное время. И вам надо будет тут правильно все планировать. Дальше приглашение и хорошие новости. Так что вот такой у вас будет замечательный день, весы. То есть, ну, у вас как бы одно только предупреждение. Следите за часами и все правильно рассчитать. Тогда никаких неприятностей не будет. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Смотрим скорпионы. Десятое июля. Июля. События дня для скорпионов. Удача сразу же выпадает. Первое событие, по-моему, ни у кого еще не выпадало. Вы у нас будете везунчики в понедельник. Казенный дом, госучреждение. Гости нельзя. Луна. Луна показывает событие, которое повторяется каждый месяц, ну или через определенное количество дней. Возможно, вот вы там раз в месяц куда-то ходите, да, то есть в госучреждение. Весы. Весы — это выбор. Два варианта, да, то есть и сложный выбор. Сердце нельзя. Еще есть деловая встреча. Свиток.
Так, значит, смотрим. У вас, получается, в этот день вам будет сопутствовать удача. Да, и для вас все будет удачно складываться. Будет посещение какого-то госучреждения. Событие, которое периодически с вами повторяется, будет. Встреча будет и выбор. Какой-то сложный выбор. Ну, вот такие события для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Так, смотрим, стрельцы. 10 июля. События дня, стрельцы. Цыпленок сразу же выпадает. Цыпленок показывает семью, детей. Любовь нельзя. Успех. Хорошие новости. Ожидание. Корабль. Значит, смотрим, у вас 4 события. Первое – это общение с семьей, с детьми, да, какое-то взаимодействие. Второе – ожидание, хорошие новости и успех в работе, в делах в этот день. Ну, вот такой замечательный день. И новости хорошие, да, то есть и в делах успех, и общение с семьей. Ну, единственный минус – это ожидание только может быть. А так, в принципе, очень даже позитивный день. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерожкам. Сейчас будем смотреть, что у козерогов. Козерожки. 10 июля. События дня для козерогов. Понедельник. Покажите мне. Так, понедельник. Смотрим. Ссора. Метла. Может быть, метла еще наведение порядков. Может быть, вы с понедельника решите, да, генеральную уборку где-то устроить. Дома или на работе. Прибыль. Финансовые поступления будут у вас. Дальше, смотрите, тут можно было либо сделать цыпленка, да, то есть это семья, дети, либо сердце, любовь. Ну, тут что увидели? То есть, когда я взяла эту карту, нужно просто вот понять, что вы впервые увидели, сердце или цыпленка. Я цыпленка, поэтому оставляю его. Общение с семьей, с детьми. Неприятность. Ну, неприятность, опять же, скорее всего, что это вот эта ссора, метла. Колокольчик нельзя. Новость. То есть, возможно, кто-то, да, из семьи или из детей расскажет вам какую-то новость, информацию даст. Ножницы. Решится вопрос.
Угу. Смотрите, еще есть печаль здесь. Ну, то есть ссора, разочарование. Так, смотрим дальше. Нет и нет. Получается, у вас много хороших событий, да, то есть таких как финансовые поступления, да, то есть решение какого-то вопроса, общение с семьей, с детьми, да, то есть, казалось бы, 3 сферы, все прекрасно, но и предупреждение. Да, карты говорят, что может быть неприятность, ссора, да, после которой вы будете очень-очень разочарованы. Ну, вот такое предупреждение для вас. Благодарю за внимание. Ну, конечно, желаю ни с кем не поругаться, да, в этот день. Смотрим дальше водолеев. Что у водолеев? Так, водолейчики, что у вас? 10 июля, понедельник, события дня. Свидание у вас может быть или приятная встреча. Общение с друзьями. Интимная связь. Рядом со свиданием выпадает продолжение, да? Свидание. Пустые разговоры, болтовня с друзьями. Мешок с деньгами. Так, проверяем еще теперь горизонтали, вертикали. Верность. Лебедь часто показывает события в паре. То есть, возможно, у вас в паре будет событие, а потом вы пойдете на свидание. Или же в этот день будет знакомство. Да, то есть, возможно, вы познакомитесь, да, то есть, и пойдете на первое свидание. Тоже вот может быть как вариант. Так, значит, смотрим, что у вас получается. У вас в этот день все хорошо будет в личной жизни, да, то есть гармоничные отношения, возможно, хорошо проведете время, да, то есть и интимная связь может быть. Дальше какие-то события будут связаны с финансами, но мешок скорее показывает расходы, да, чем доходы. Если у нас сундучок это доход, то мешок это скорее расход, но опять же у некоторых и как доход проигрывается. Потом тут не могу сказать, тут все индивидуально. И плюс еще у вас выпадает общение с друзьями и пустые разговоры в этот день. Вот так у вас больше день похож на выходной, чем на будний день. То есть много общения личного характера. Благодарю за внимание, водолей. Перехожу к рыбкам. Смотрим рыбки. 10 июля. События дня для рыбок. Понедельник. Луна. Луна показывает события, которые повторяются каждый месяц. Успех. Успех.
ссора может быть. Деньги. Угу. Смотрите, рядом ссора ложится деловое общение, деловой разговор. Поэтому, скорее всего, что в деловом разговоре будет ссора. Кораблик нельзя. Дорога. Машина. Общение с семьей, с детьми. И здесь нет. Смотрим, значит, у вас получается, будет событие, которое повторяется каждый месяц или через какой-то определенный цикл у вас. Будет общение с семьей, с детьми, будет успех, деловой разговор, поездка, расходы и, возможно, вот из минуса ссора. То есть с кем-то можете поссориться. Ну, это метла, да, то есть, ну, небольшие недопонимания, скажем так, да, то есть это не мечи. В мечах тут, конечно, жесткий конфликт. А ссора, ну, в принципе, этого ее можно избежать при желании. Так что вот такая информация для вас, рыбки, на понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.